То, что вы сейчас видите на экране, прямое нарушение инструкции при обнаружении пожара. Охранник сначала должен был включить сигнализацию, чтобы оповестить сотрудников объекта о возникновении возгорания. Но и с сигнализацией, как вы видите, проблемы. Она не работает. После звонка на пульт дежурного главного управления МЧС по Республике Тыва приходится оповещать находящихся в здании людей лично. Через несколько минут здание техникума окружают пожарные расчеты и машины скорой помощи. Об условиях вводной задачи учений нам рассказал начальник отдела организации пожаротушения. Произошло возгорание в подвальном помещении электрощитовой. По замыслу из здания были эвакуированы учащиеся. Остались в здании 2 человека. Основная задача была отыскание людей и потом уже тушение пожара. Тревога, хоть и учебная, но действия реальные. Один пожарный расчет ищет источник возгорания в подвале, а напротив условно горящего здания развернут оперативный штаб во главе с начальником главка генерал-майором внутренней службы Алексеем Артемовым. С 3-го этажа техникума в условиях максимально приближенных к реальным эвакуируют пострадавших и сопровождают их до машины скорой помощи. Основная цель учебной тревоги – отработка действий пожарных на случай возгорания в социально важных объектах. Большими проблемами это является здание больших площадей со сложными планировками конструктивными, то есть большими подвальными помещениями и конструктивные особенности объекта. Важный аспект учений – выявить ошибки пожаротушения и эвакуации. Разумеется, в ходе учений мы увидели недочеты со стороны руководства данного заведения. Но для того учения существует, чтобы понять, какие есть ошибки, их довести и в последующем устранить, чтобы во время возникновения реального пожара таких ошибок не было. Итог прошедших учений из положительного – это, конечно же, слаженные и быстрые действия Главного управления МЧС. Условный очаг возгорания своевременно обнаружен и ликвидирован. Пострадавшие спасены. Из отрицательного администрации Тувинского техникума информационных технологий необходимо устранить опасные факторы, обучить точному следованию инструкциям своих сотрудников и восстановить работу сигнализации, чтобы в случае реальной опасности в сводке чрезвычайной ситуации не фигурировали погибшие. Александр Петрушин, Сайдаш Салчак, 108 канал.